Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие каремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Неожиданные события, которые вас порадуют. Вы можете загадать на свой срок, а можете довериться судьбе. Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и загадайте на неожиданные обстоятельства, либо события, либо происшествия, которые вас порадуют. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, на какие неожиданные обстоятельства либо ситуации укажет нам судьба и высшие силы. Так, ну я вижу сразу, тут будут цветы, тут будут подарки, и здесь будут признания. Смотрите, вышли букеты с цветами, несколько букетов, причем, скорее всего, от разных людей. Подарочки вышли, подарочки и обстановка, которая вас радует. То есть, возможно, у вас будет день рождения, возможно, у вас будет праздник, да, либо вот к вам в гости придут люди, которые принесут вам цветы, которые принесут вам подарки. Может быть, это новоселье, может быть, ну вот какой-то праздник, именно ваш праздник. Может быть, какой-то ваш профессиональный праздник. Вы понимаете, я просто вижу, что есть цветы, есть очень хорошее настроение, и люди дарят вам такие вот, скажем, ну, небольшие подарки, да, не там супер ценные. Вот. И вы очень довольны тем, что вас поздравляют, и тем, что к вам люди тянутся. Так, еще я вижу у вас две дороги, два пути. Причем эти пути, они какие-то равнозначные, и они оба для вас. Да, вот эти две дороги, два пути, они очень важны. Я вижу, что с трудностями пойдет и один путь, и другой путь. И вы как будто бы уже нацелены на то, что будет негативный ответ, да, негативная ситуация. Вы не получаете, либо недополучаете. И вот в одной ситуации здесь появляется человек, который полностью скомпенсирует все, да, спасет эту ситуацию, сделает вам какой-то вот подарок, помощь вам окажет. То есть благодаря человеку ваша ситуация здесь из тупиковой очень станет успешной. А в этой ситуации здесь у вас совсем другое идет. Здесь тоже вот с тем же заходом, что вы идете обреченно, что вот ничего не получается, ничего не выходит. Мне отказали, дверь закрыта, там, чего-то где-то не хватает, да? Документы не все собрала, не могу дело закрыть. И в этой ситуации я вижу, что вы благодаря своему уму, своей смекалке, какой-то своей изобретательности, креативности, вы придумаете какой-то хитрый ход, который помогает вам договориться. Вот в прямом смысле слова вы словно вот загипнотизируете кого-то и сможете договориться, чтобы вас приняли, чтобы дело ваше сдвинулось, чтобы вы получили тот результат, за которым вы шли. И вы знаете, вот это момент отчаяния, что вот все не получилось, и момент борьбы, что нет, я не сдамся, я не буду сдаваться просто так. Вы знаете, вы потом очень будете горды собой, и вот эта ситуация, да, вот этот жизненный урок, это по-другому не назовешь, вам действительно поможет выйти на какой-то новый, значительный, знаковый и важный для вас уровень. Вот этот день, он разделит вашу жизнь на до и после. То есть если вы человек там невероятно скромный, такой немножечко запуганный и забитый, ну что тут скрывать, да, у нас у всех такое бывает, большинство людей такие, я сама такая иногда бываю, вот, то здесь вы из этой ситуации, вы просто вот настолько вот как-то, вы знаете, вспылите, да, либо разозлитесь, либо вот такой праведный гнев, да, что, дескать, ну почему всегда на мне что-то заканчивается, что-то закрывается. Нет, в этот раз я не сдамся, и вы придумаете какую-то вещь, вы подойдете с каким-то очень интересным разговором, с каким-то очень интересным предложением, и вы сможете договориться. Вот прям неожиданно для себя вы решите это дело.
Дальше у вас тут главный знак — это такая коровка вышла, коровка рогатая, рогатая и бодатая. Смотрите, кто-то будет очень сильно упрямиться в вашем окружении, может быть, ваши близкие, либо любимый человек. Вот прям заупрямился и все, и ничего не сделаешь, да, хоть кол на голове чеши. Не уговоришь, не убедишь. Человек невероятно вот прям как баранчик, да, тут хоть и корова вышла, но человек реально может быть как баранчик. Я вижу, что вы, во-первых, я вижу, что вы на какое-то дело, ну, просто, знаете, как говорят, забьете, да, скажете, да, не надо. Не больно и хотелось, да. Что-то вы отставите, что-то вы делать не будете. А вот этот человек, который упрямился, вы знаете, на него это подействует очень отрезвляюще. То есть человек скажет, как это, она не делает. Потому что я же так надеялся, да, что она будет делать, либо я надеялась, что она сделает. Что ж мне это придется делать? Нет, нет, нет. Нужно идти с ней договариваться, нужно просить ее о помощи, да, ну, либо его, смотря кто меня смотрит. И вот этот человек, знаете, как откажется от своего вот этого упрямства, может быть, даже какой-то заносчивости, гордости, вот придет и скажет, пожалуйста, помоги, без тебя я не сделаю, без тебя не получится, и очень нуждаюсь в тебе. Вот прям так вы порадуетесь, потому что это будет первый раз за очень какой-то длительный промежуток времени. Вот как будто бы раньше всегда было так, что человек упрямился, вы прекращали уговаривать, да, и делали что-то сами, самостоятельно. Вот, но человек, грубо говоря, потом пользовался результатами вашего труда. А в этот раз все пойдет наперекосяк, потому что вы устали уже уговаривать, вы устали одну и ту же историю рассказывать, да, потом все делать своими же ручками. Скажете, ну, не хочешь, ну, не надо, все, пусть так и остается. Мне тоже не надо, да. Захочешь, сделаешь. И вот этого человека вы будете перевоспитывать, человек будет меняться у вас на глазах, и вас это будет очень радовать. Дальше, мои дорогие, у вас результат и урожай идет. Тут веточка такая с ягодками. Где-то вы получите прекрасный результат своего труда, своей работы. То есть, возможно, у вас есть участок, возможно, вы занимаетесь, работаете, вернее, на земле, да, что-то выращиваете. Может быть, у вас и нету там какой-то сельскохозяйственной техники, да, либо огромных каких-то фермерских просторов. Может быть, у вас маленькая дача, либо маленький кусочек земли, где вы что-то выращиваете своими руками, и этот урожай вас невероятно порадует. Да, вот я вижу, что, скорее всего, вы переживали, что ничего не будет, как будто бы вы боролись за этот урожай. Но вот как-то вот прямо посмотрите, да, вот начнете собирать, либо вот долго вы не были, да, на своем участке, приедете, посмотрите, какой хороший урожай у вас поспел. И так вы будете этому радоваться. Мало того, я вижу, что вы можете даже какую-то часть своего урожая очень успешно монетизировать, то есть продать кому-то, либо кто-то вообще придет и скажет, там, соседка, у тебя такие красивые яблочки, да, либо столько огурцов назрело, пожалуйста, продай мне там для консервации, либо для запасов. И вы еще денежку на этом получите, мои дорогие. Кстати, может быть и результат очень хороший в бизнесе. Например, вы что-то делали, во что-то вкладывались. Где-то вы, например, там точку открыли, да, например, вы торгуете, либо вы какой-то товар своими руками делаете. И я вижу, что придут покупатели, причем как-то в один момент сразу много. Вот, и прям порадует вас, очень порадует. Так, дальше у меня есть дорога. Дорога вот такая по маленькому кораблику. Здесь женщина и ребенок отправляются куда-то в дорогу. Это может быть как и ближняя дорога, так и дальняя дорога. Как бы кораблик все-таки указывает на путь, да, не просто вот пойти в парк с ребенком, а путь, который будет проделывать человек. Смотрите, берегите ребенка, потому что здесь мать должна вот так вот, видите, как руками делать зонтик для ребенка, да, чтобы уберечь. То есть, понимаете, нужно глаз да глаз за этим ребенком, потому что ребенок какой-то вот, ну, немножечко шаловливый, да, и, ну, вот непослушный, может что-то назло делать, да, а потом уже будет плакать и вас звать. Смотрите за ребенком, особенно в дороге, чтобы ничего нехорошего не приключилось. Так, и еще по поводу этой дороги. Туда, куда вы едете, вы как будто бы едете туда с вопросом. Вы не знаете, что там будет, либо вы не знаете, как там все пройдет. И я скажу, что все будет хорошо, все пройдет замечательно, только вы не переживайте за техническую часть вашей дороги, да, либо за то, что ждет вас там. Вы лучше вот прям присматривайте за ребенком. Может быть, вы мама, может быть, вы бабушка. Вот прям, я не знаю, глаз да глаз. Я вот такую вещь скажу, может, это странно покажется. У меня, когда был мой ребенок очень маленький, да, он был вообще просто непоседливый, он не любил сидеть в коляске, и в то же время ему нужно было везде и сразу. И, я не знаю, наверное, сейчас тоже продаются, да, такие вот, есть как
как ремешок, да, вот ремешок как подтяжки. Ну, вот часто тоже люди используют как ходунки, да, когда ребенок учится ходить. Вот пристегиваешь ребенка на вот эти вот подтяжки, да, и, ну, держишь этот, ну, поводок, получается, да, очень хорошо помогает, особенно для совсем маленьких. Вот можно хотя бы поконтролировать его там в зоне 2-3 метров, потому что есть такие дети быстрые, что их просто не догнать. Вот, может быть, кому-то поможет это. Такая штука. Честно, я не помню, как это называется, но вот хорошая, реально вот помогает. Так, дальше. Дальше у вас идет мужчина. Вот он, мужчина. Здесь у нас мужчина, который стучится в дверь, в закрытую дверь. Смотрите, либо этот человек новый в вашу жизнь войдет и будет стучаться в вашу дверь. Но мужчина этот, как бы, он новый, да, но вас очень приятно удивит и порадует, что именно этот мужчина пришел. То есть мужчина такой, ну, завидный жених, да, можно сказать. Либо, если мужчина меня смотрит, да, то такой мужчина придет, который очень хороший друг, и мужчина может быть статусный, мужчина может быть в положении, вот такой, знаете, вот прям, не знаю, может быть высокая должность, может быть там высокого ранга бизнесмен, да, вот как-то человек, который может вам в будущем помогать и что-то для вас делать. Ну а для женщин однозначно это вот жених, прям такой любовник, жених, человек, который с огнем идет, видите, у него здесь маленький огонек. Этот человек очень хороший. Человек именно сам к вам идет. Может быть, вы на него загадывали, может быть, вы ждали такого человека, чтобы замуж выйти, судьбу свою поменять. Либо просто вот вы в браке, но ваш брак трещит по швам, либо, ну, такая усталость чувствуется, да, от брака, уже чувства изжили себя. Вот новый человек идет. Этот человек идет для того, чтобы сделать женщину счастливой. Он будет за вами ухаживать, он будет дарить вам любовь, страсть. Ну, а вы уж дальше будете смотреть, что с этим делать. Для девушек, женщин, которые замужние и дома у них все хорошо, вот мужчина будет что-то пытаться вам донести, объяснить, рассказать. Возможно, вы заметите, что ваш мужчина начал меняться. Причем меняться в сторону к хорошему, да. То есть, может, там начал за собой следить, может быть, начал, не знаю, там, молодиться, да, то есть чувствует, что там возраст, либо начал, я не знаю, там, за вами ухаживать, да, помогать вам. Вы не ищите подвоха. Знаете, что у человека возрастные изменения происходят. Они могут происходить в любом возрасте. Человек просто немножечко взрослеет. Я вам такой секретик про вашего мужчину расскажу, да, вот кто в паре, в браке, и у кого муж начнет меняться. Вашему мужчине кто-то сказал, да, что такими там незаботливыми мужчинами, да, женщины долго не живут, либо с неряшливыми мужчинами, либо с неромантиками, да, то есть как будто бы, может быть, чью-то историю он услышал, да, очень сильно испугался, что он вас может потерять, поэтому вот такие прекрасные перемены в нем произошли. Он действительно боится вас потерять, видите, он прям стучится в вашу закрытую дверь, пытается сказать, что я поменялся, я стал другим, я стал хорошим, пожалуйста, только не оставляй меня и не бросай. Так, мои дорогие, дальше у вас очень хороший путь идет. Вот смотрите, вы, вот она вы, да, и вы вот как след от ракеты, видите, какая широкая дорога у вас получается. Здесь любовь. Любовь для тех, кто одинок, вот 100% вы встретите человека, с кем вы, именно вы разделите свою жизнь. То есть вы будете предлагать человеку разделить жизнь. Это очень хороший знак. Это знак того, что выбор будет за вами, да. То есть вы не будете брать того, кто есть, либо вот мужчина там, да, добивается женщину, либо наоборот женщина мужчину, у вас ситуация идет того, что вы выбираете себе идеального партнера, возможно, как я говорила, да, может, сразу между двух людей вы будете, партнеров, да, мужчин вы будете определяться, смотреть, кого бы вам выбрать. Но я вижу, что ваша жизнь, видите, вот вы и ваша жизнь, ваш жизненный путь, он в ваших руках. То есть никто не может на вас повлиять, и никто не может диктовать вам свою волю. Это очень хороший знак. Знаете, вы найдете себе человека, который будет вам подходить. Да, я вижу, что идеала как бы нет, да, потому что идеала в принципе не существует, но человек очень хороший будет. Человек будет во многом похож на вас. Может быть, во взглядах, может быть, в какой-то жизненной истории. То есть вам с этим человеком хорошо и легко. Кстати, даже может быть ситуация того, что отношения могут быть восстановлены у тех, кто был в разводе, в расходе, в расколе, да, то есть может ситуация выровняться, вы сможете говорить, вы сможете общаться, и вы будете решать, восстанавливаться в отношениях с мужчиной, либо нет. Так, еще у вас тут прям буква «Р» вышла, радость от человека, который издалека вам что-то сделает, что-то даст, что-то пришлет. То есть, знаете, вот
выполнит какое-то действие, работу, может быть, даже какую-то выполнит. И вас это просто очень сильно порадует, потому что вы, я так понимаю, очень давно ждали, надеялись, и кто-то вообще уже махнул рукой и забыл. А тут наоборот, человек выполнит, сделает все как-то идеально, и вас это порадует. Кстати, еще может быть, человек вам что-то пришлет. Либо это будут какие-то документы, либо это будут какие-то, ну, не знаю, посылка, подарки, какая-то вещь может быть прислана. Так что, мои дорогие, очень хороший песок. Принимайте, пусть поскорее все эти радости в вашей жизни произойдут. Пусть вас действительно удовлетворит все то, что показал нам песок, и порадует, и сделает счастливой. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.